Менее чем через месяц на реках Якутии начнется ледоход. Почти ежегодно паводок наносит серьезный материальный ущерб прибрежным населенным пунктам республики. Поэтому, чтобы минимизировать урон, необходимо к паводку готовиться. Что гражданам важно знать в преддверии ледохода, об этом мы поговорим со старшим помощником прокурора республики по правовому обеспечению, старшим советником юстиции Ириной Машковой. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие права есть у граждан, жилье которых подвергается весеннему паводку? Прежде всего следует сказать, что вопросы реализации прав граждан в данной связи урегулированы федеральным законом о защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данным законом предусмотрен целый спектр прав граждан. Назову основные из них. Прежде всего, граждане имеют право быть информированными о риске, которому они подвергаются вследствие наводнения, а также о мерах необходимой безопасности. Также граждане имеют право обращаться как индивидуально, так и коллективно в органы власти и местного самоуправления по вопросам защиты в связи с чрезвычайной ситуацией. Граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья, имущества в связи с чрезвычайной ситуацией, на определенные социальные гарантии за проживание и за работу в зоне чрезвычайной ситуации, а также на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие наводнения. Следует сказать, что основные социальные гарантии, предусмотренные постановлением правительства Республики Саха-Якутия номер 297 2017 года, к их числу относится единовременная материальная помощь, финансовая помощь в связи с утратой имущества, единовременное пособие в определенных случаях. Аналогичные выплаты предусмотрены на федеральном уровне в несколько ином размере. И кроме того, следует сказать о том, что постановлением правительства Российской Федерации номер 561 предусмотрена выдача государственных жилищных сертификатов в тех случаях, когда граждане в результате наводнения утратили свое жилье. Но кроме того, не лишним будет сказать, что у граждан есть право страховать свое имущество. Это, безусловно, является добровольным делом, но в случае, если таковое имеется, то помимо государственной поддержки граждане получают еще и страховое возмещение. Да, вы перечислили права, а какие есть обязанности у граждан? Обязанности граждан также предусмотрены названным мной федеральным законом и одноименным законом Республики Саха-Якутия. К их числу прежде всего относится необходимость соблюдать законодательство о защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тексты данных законов имеются в доступе в сети интернет, с ними всегда можно ознакомиться. Также граждане обязаны знать и изучать способы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, правила охраны жизни людей на водных объектов и приемы оказания первой помощи пострадавшим. При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации граждане обязаны выполнять установленные правила поведения и при необходимости оказывать содействие при проведении аварийно-спасательных и других необходимых работ. А вот в каком случае пострадавшие должны обеспечиваться жильем? Прежде всего, конечно же, речь идет о тех случаях, когда граждане в результате наводнения утратили в полном объеме свое жилое помещение. Государственные жилищные сертификаты предоставляются по определенным социальным нормам, а именно 33 квадратных метра на одиноко проживающего человека, 42 квадратных метра на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из 3 и более человек, но не более общей площади утраченного жилого помещения. Государственные жилищные сертификаты предоставляются при определенных условиях, а именно требуется наличие регистрации по месту жительства в утраченном жилом помещении на момент стихийного бедствия. Кроме того, утраченное жилье должно быть для гражданина и членов его семьи единственным. К членам семьи относятся зарегистрированные по месту жительства в утраченном жилом помещении супруг, дети, родители и внуки.
Порядок предоставления жилищных сертификатов предусмотрен постановлением правительства Российской Федерации номер 982 и предусматривает необходимость подачи заявления по месту жительства. Значит, гражданин на основании заявления вносится в списки, которые проходят проверку, согласование по ряду ведомств, утверждаются постановлением правительства республики и направляются в федеральные органы власти. По принятии решения правительства Российской Федерации бланки сертификатов поступают в регион и распределяются Министерством финансов. Данный сертификат подается гражданинам по выбранным уполномоченные органы власти по выбранному месту жительства. При наличии свободного жилого фонда в государственном или муниципальном фонде, значит, такое жилье предоставляется в месячный срок, а при отсутствии такового, значит, гражданину сообщается об этом в 10-дневный срок, и у него появляется право на приобретение жилья на вторичном рынке. Это жилье должно соответствовать определенным требованиям. Оно согласовывается с уполномоченным органом, и, значит, по поступлению денежных средств из Министерства финансов Российской Федерации средства перечисляются на счет продавца. За период, значит, 2018-2019 года на территории республики было выдано 34 государственных жилищных сертификата. Ну, все-таки, наверное, чаще всего наносится какой-то ущерб. Вот как он возмещается и какая оказывается помощь? Следует сказать, что как на республиканском, так и на федеральном уровне установлены одинаковые виды выплат, но, значит, разные суммы. В частности, постановлением правительства республики номер 297 предусмотрена выплата единовременной помощи в размере 5000 рублей на человека. На федеральном уровне, значит, размер такой выплаты составляет 10 тысяч рублей, но не более 50 тысяч на семью. Также предусмотрена выплата финансовой помощи в случае утраты имущества. За частичную утрату 10 тысяч рублей и за полностью утраченное имущество 20 тысяч рублей. На федеральном уровне соответствующая выплата производится в размере, соответственно, 50 и 100 тысяч рублей. И также предусмотрена выплата единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью в результате наводнения. За легкий вред здоровью они получают 50 тысяч рублей, за тяжкий и средней тяжести вред 100 тысяч рублей и, соответственно, из федерального бюджета 200 и 400 тысяч. Ну и кроме того предусмотрена, значит, такая выплата членам семей погибших, не дай бог, вот в случае наводнения в размере, соответственно, 500 и 1 миллион рублей, который уплачивается в равных долях каждому члену семьи. И, значит, кроме того, федеральным постановлением предусмотрена компенсация стоимости на погребение. Здесь еще следует сказать о том, что понимается под имуществом первой необходимости это минимально необходимое для обеспечения жизнедеятельности семьи имущество, в которое входит холодильник, плита, шкаф для посуды, стол, стулья, кровать, телевизор, радио, насос для воды, водонагреватель и отопительная печь. Под частичной утратой имущества понимается приход в негодность не менее 3 из числа перечисленных предметов. Ирина Геннадьевна, а кто именно может рассчитывать на помощь государства, как материальную, так и финансовую? Ну, обязательным условием признания гражданина пострадавшим и имеющим право на получение социальных выплат является постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, то есть наводнения, и в котором он зарегистрирован по месту жительства на день введения режима чрезвычайной ситуации. В указанной связи хотелось бы разъяснить гражданам, значит, обязанность регистрироваться по месту жительства. В противном случае им придется доказывать, значит, то обстоятельство, что человек является пострадавшим, его право на получение социальных выплат в судебном порядке, что, безусловно, усложняет и удлиняет сроки получения социальных выплат. И следующим обязательным условием является то обстоятельство, что нарушение условий жизнедеятельности гражданина и утрата гражданином имущества должны произойти именно в результате чрезвычайной ситуации наводнения. Другими словами, если паводок не создал препятствий для жизни человека, либо ущерб его имуществу причинен какими-то другими обстоятельствами, а не наводнением, то выплаты в данном случае не положены. А что еще важно знать для получения выплат?
Важно знать, что любые социальные выплаты для граждан проводятся на основании заявлений граждан. Если гражданин не подает соответствующее заявление, не прилагает необходимые документы, то органы местного самоуправления не обязаны его разыскивать и включать в списки. Поэтому также гражданам важно знать и понимать, что необходимо своевременно вывести, значит, свои документы из зоны подтопления, затопления и обеспечить их сохранность. Каков порядок выплаты, вот какие сроки установлены? Администрации муниципальных районов на основании заявлений граждан составляют, как известно, списки пострадавших лиц, имеющих право на социальные выплаты. На основании этих списков производится комиссионное обследование домовладений, анализируется, устанавливается размер причиненного ущерба. Списки передаются в правительство республики, которое организует их проверку и принимает решение о выплате, перечисляя денежные средства в органы местного самоуправления. И, значит, кроме того, органы местного самоуправления уже производят соответствующие выплаты. И, кроме того, правительство направляет соответствующие списки в федеральные органы власти для проведения федеральных выплат. На каждом этапе предусмотрены соответствующие сроки. Ну, многие пострадавшие в 2018 году от паводка длительное время не получали социальные выплаты. А почему так вышло? Ну, прежде всего необходимо сказать, что во всех это касалось именно тех граждан, у которых не было государственной регистрации по месту жительства и которым пришлось доказывать свои права в судебном порядке. Кроме того, причиной длительной задержки являлись два обстоятельства. Первое – это, значит, по Усьмайскому району был список из 84 пострадавших, который был представлен администрацией района, значит, правительства республики и находился на рассмотрении в исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка. Однако был возвращен в администрацию района по причине отсутствия в судебных решениях сведений о степени утраты имущества. По данному факту проводилась прокурорская проверка, в ходе которой было установлено, что в действительности у граждан имелись акты обследования жилья и утраченного имущества и были подтверждены судом. Значит, в ходе прокурорской проверки было установлено, что у граждан имелись акты обследования, значит, жилья и утраченного имущества. В соответствии с нормативными документами такие документы должны были храниться в органах местного самоуправления. И, кроме того, у исполнительной дирекции отсутствовали полномочия на возврат данных документов. Кроме того, было установлено, что исполнительная дирекция имела возможность установить степень утраты имущества и произвести расчет, в связи с чем по внесенному представлению прокуратуры республики в адрес Министерства экологии, в ведении которого находилась исполнительная дирекция, данные нарушения были устранены и выплаты произведены. Другой причиной, значит, длительной задержки по реализации прав значительного числа граждан, а именно по 6 пострадавшим районам в отношении более чем 600 граждан, это касалось уже федеральных выплат. Причиной задержки явился возврат документов МЧС со стороны МЧС России в связи с отсутствием в судебных решениях определенности относительно источника финансирования социальных выплат. И администрации соответствующих наследников были вынуждены обратиться в суды за разъяснением ранее вынесенных судебных постановлений, и по представлению таких разъяснений федеральные органы власти, значит, межбюджетные трансферты в размере более 50 миллионов рублей в республику поступили, и соответствующие выплаты были произведены. В указанной связи следует разъяснить гражданам необходимость правильно формулировать свои исковые требования. В соответствии с решением суда гражданин должен быть признан пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации конкретного наводнения. За ним должно быть признано право на получение социальных выплат, и в обязательном порядке должен быть определен источник финансирования данных выплат. Ирина Геннадьевна, а если гражданину все-таки придется в судебном порядке доказывать факт постоянного проживания в жилом помещении до его подтопления, чем он сможет подтвердить это юридический факт? Прежде всего следует сказать, что такое заявление должно подаваться в районный суд по месту жительства, и в нем должны быть указанные вами доказательства.
К числу таких доказательств могут быть отнесены договоры с ресурсоснабжающей организацией на предоставление коммунальных услуг, сведения лицевых счетов, сведения органов регистрации прав на недвижимое имущество, например, договоры купли-продажи жилого помещения, сведения местных администраций, в частности, выписки из домовых книг, сведения органов внутренних дел, а именно из паспортов участков. Почтовая корреспонденция может являться доказательством, показания соседей, работников медицинских организаций, справки с места работы, с места учебы, с дошкольного учреждения. Чем больше таких документов представляется в суд, тем лучше. Подскажите, где можно получить более подробную информацию? Более подробная информация изложена в памятке, которая разработана в прокуратуре республики и размещена на официальном сайте прокуратуры республики в разделе «Правовое просвещение». Ее можно найти по ключевому слову, по поиску «Памятка для граждан, проживающих в зонах, подвергающихся подтоплению». Ирина Геннадьевна, спасибо большое за беседу. Я напомню, мы говорили со старшим помощником прокурора республики по правовому обеспечению, старшим советником юстиции Ириной Машковой. Оставайтесь с нами.